Сфера государственного управления, где имеются устойчивые коррупционные схемы, находится под пристальным вниманием ГКНБ. С начала 2018 года по настоящее время по материалам ГКНБ следственным подразделением правоохранительных органов возбуждено и зарегистрировано в ЕРПП 1017 уголовных дел коррупционной направленности. Всего привлечено к уголовной ответственности 529 лиц, осуждено 96. Ущерб государству составил порядка 1 230 миллионов сомов. Анализ имеющихся материалов указывает на наличие устойчивых коррупционных схем в следующих сферах госуправления. Первое – это государственные закупки. Второе – это судебные, надзорные и правоохранительные органы. Третье – органы, обладающие фискальными функциями, осуществляющие лицензионно-разрешительную деятельность. Четвертое – управление госимуществом и муниципальной собственностью. Усилия Госкомитета по борьбе с коррупцией были сконцентрированы на указанных направлениях. Как правило, наиболее подвержена коррупции сфера госзакупок. Тому примером ряд уголовных дел по факту задержания с поличным при получении взятки, за победу при проведении тендера, госзакупок, при закупке бланков биометрических паспортов и другое. Вот, ну-ка, посмотрите, вглядитесь. Вот какая буква? Тем временем в судебных, надзорных и правоохранительных органах наибольшие коррупционные проявления связаны с принятием ответственными должностными лицами различных процессуальных решений в интересах физических и юридических лиц за материальное вознаграждение. Так, к уголовной ответственности было привлечено 32 работника судебной системы, в том числе 20 судей, а также 215 сотрудников правоохранительных, фискальных органов и прокуратуры. Нужна многосторонняя поддержка, во-первых, воля исполнителей, государственных служащих, и добросовестная исполнительность, воля гражданского общества, общества вообще, чтобы, например, бизнесмены, обычные граждане не давали взяток, противодействовали, потому что если коррупция существует и она не исчезает, значит всех это устраивает, если люди преисполнены решимости, что ее больше не будет, то ее не будет. Особое внимание уделяется также предотвращению коррупционных схем на уровне руководящего звена, в рамках которой к уголовной ответственности были привлечены 26 руководителей госорганов, 2 бывших мэра столицы, 60 руководителей органов местного самоуправления и территориальных подразделений госорганов. Это показывает нам то, что борьба с коррупцией ведется, и согласно ей в стране нет неприкасаемых. Перед законом равны абсолютно все. Есть люди, которые не совсем хорошо знает законодательство Кыргызской республики, не только антикоррупционно, но, например, много дел, связанных с коррупцией, возбуждается по муниципальным служащим, по незаконному выделению земельных участков или по выделению земельных участков с нарушением законодательства и так далее. То, что есть положительные результаты, вовсе не означает, что коррупцию искоренили. Она по-прежнему является одним из ключевых факторов, негативно влияющих на развитие общества и государства. А потому очень важным является продолжение последовательной работы в части ее выявления, пресечения и предупреждения на всех уровнях госуправления. Бигаим Бигалиева, Чингиз Джумагулов, Ала-То 24.